Тогда начинаем. Я приветствую тебя, Да? Тодор, знаменитый админ телеграм-канала «Степной Навиоп». Твой канал, в принципе, достаточно давно известный. В первую очередь я хотел поблагодарить, что ты согласился. Спасибо тебе. И расскажи немножко о себе, потому что о тебе мало кто знает. Знает, что есть такой канал, есть такой админ, но мало кто знает о тебе конкретно. Расскажи, пожалуйста. Да, спасибо. Я тоже рад присоединиться и побеседовать. Я вот недавно как раз писал у себя в канале, что такие дискуссии очень полезны среди разных там национальных и межнациональных активистов, которые выступают за какое-то другое будущее для регионов России. И вот такая дискуссия происходит у нас, это очень хорошо. Да, меня зовут Тодор, это на самом деле мой псевдоним, но он довольно давний, я с ним уже свыкся, и все меня так знают. Я астраханский регионалист. Последний год нахожусь в эмиграции, уже чуть больше года. Вынужденная эмиграция по политическим причинам, в результате преследования. По профессии я в первую очередь журналист, такой как бы свободный фрилансер. Я много сотрудничаю с изданием «Эдель Реалии», освещаю новости нашего астраханского региона, этнические ситуации, политику, активизм и другие вещи. Кроме того, я делал проект, подкаст «Страна регионов» с изданием «Докса», вот, иногда писал для других изданий. А по образованию я антрополог с некоторым уклоном в социолингвистику, писал диплом про идентичность астраханских нагайцев-карагашей, а магистерскую диссертацию про отличия в идентичности и языке астраханских казахов от казахов Казахстана. Вот. То есть мои основные интересы научные и политические лежат на Нижней Волге, Астраханская область, Калмыкия. И из-за этих интересов своих я пострадал, потому что в результате журналистики и борьбы за права жителей этого региона вот я был вынужден уехать и нахожусь сейчас в Ереване. Ну, да, да, я, конечно, слышал, что ты сейчас в Армении. Но, значит, мы с тобой в какой-то мере коллеги, потому что я тоже пишу для Идель Реали, для Поволжского. Вот. Так как тебе тема языков очень близкая, может, давай тогда с нее и начнем, потому что вот вообще как ты оцениваешь положение сегодняшних языков, национальных республик, народов, у которых не представлены национальные республики, ну, такие как вот там нагайцы, допустим, да, там тем более нагайцы к тебе близки, потому что они там рядом. То есть, да, вот как ты оцениваешь, что ты скажешь? Но я бы сказал, что состояние разное. Это зависит от регионов и от конкретных языков. Причем я бы не сказал, что формальный статус так много решает. Потому что да, сейчас в современной Российской Федерации понятие республики, понятие автономии – это во многом фикция, которая существует на бумаге и не всегда соответствует реальности. Поэтому я не могу сказать, что народы с республиками там чувствуют себя хорошо, а без республик плохо. Нет, проблемы есть везде, а их масштаб, он зависит далеко не только от формальности. То есть можно сказать, что наверное, наиболее такие сохранные, витальные языки в России, да, у которых меньше проблем, это языки достаточно крупных народов, например, татары, башкиры. Да, там, это часто языки народов, которые традиционно исповедуют ислам. Опять же, татары, башкиры, также чеченцы, многие другие народы Кавказа, в том числе нагайцы. Вот, то есть это, понятно, как бы из религии сохранность языка не выводится, но есть некоторая корреляция с тем, что, да, там мусульманские народы, наверное, как-то лучше сохраняют культуру за счет того, что они сильнее отличаются от русского православного там, или атеистичного большинства. Ну, хорошо, Да, а там, тогда, получается, буддисты, калмыки, допустим, которые рядом с тобой, калмыки расположены, у них вот с языками, я здесь общаюсь с калмыками, очень тяжелое положение, молодежь практически не разговаривает. Ну, тоже. Тут тоже много разных факторов, да. Самая частая как бы история, как объясняют это социолингвисты, например, моя преподавательница и коллега Влада Баранова, которая много изучала калмыцкий язык, она говорит, что у калмыцкого языка все было хорошо до сталинской депортации. А в период депортации, когда калмыков разбросали по Сибири, по русским поселкам, они язык в большой степени потеряли и так и не смогли вернуть следующему поколению. И это абсолютно логичное и понятное объяснение, но в таком случае не очень понятно, почему все хорошо с языком у чеченцев. И, например, неплохо у крымских татар, хотя они тоже были в депортации. Да? То есть тут трудно анализировать по какому-то одному признаку, везде индивидуальная история. Но общий тренд, я бы сказал, такой, что более многочисленные народы хорошо сохраняют языки, мусульманские народы обычно более хорошо сохраняют языки, и такие заметные исключения в Сибири это тувинцы, это якуты или саха, и в какой-то степени это буряты, у которых ситуация не такая хорошая. Но буряты интересны тем, что это один из таких языковых кейсов
внутреннего империализма, внутренней такой ступенчатой системы. То есть, условно говоря, у нас там многие народы Сибири, не знаю, чукчи, ненцы и так далее, они, когда забывают родной язык, они переходят на русский. Ну, да. Но в пределах Якутии и в пределах Бурятии коренные малочисленные народы, забывая родные языки, переходят на якутский и на бурятский, прежде чем на русский. Например, это сайоты на юге Бурятии, на юго-западе, и эвенки, эвены, юкагиры, живущие в Якутии. Вот, то есть тут бурятские, да, может быть, буряты – это меньшинство в своей республике, может быть, в Улан-Удэ они плохо знают язык, но у них еще есть какая-то вот эта вот пассионарная такая сила, которая позволяет им даже ассимилировать другие народы и их языки. И с одной стороны грустно, что теряется сайотский, а с другой стороны это что-то хорошее нам говорит о сохранности бурятского. Так, может быть, тогда какая-то сохранность появляется у таких отдаленных народов, как якуты, тувинцы, вот про которых ты сказал. Может быть, благодаря тому, что они находятся именно на окраине этой империи, и, скажем, цивилизация, вот это ассимиляционные процессы не так сильно доходят оттуда? Или это не имеет никакой роли? Ну, это может быть одним из факторов, но, наверное, тут надо рассуждать в том числе экономически, да, потому что большой фактор ассимиляции и потери родных языков – это возможность и желание переехать в большой русскоязычный город, учиться и работать. И я думаю, что переехать из Мариэл в Москву, да, это там 10 часов на автобусе, ну, довольно сильно проще, чем из глухого тувинского села за там, многие тысячи километров от Москвы. Может быть, вот в этом смысле, да, отдаленность помогает. То, что это труднодоступные регионы, из которых дорого выезжать. Но с точки зрения какой-то, вот, как вы говорите, цивилизационной, культурной, мне кажется, ну, телевизор, да, он в Туве тот же, что в Москве более-менее, те же каналы. Там, если кто-то не хочет смотреть телевизор, а хочет читать «Медузу», «Медуза» там тоже такая же. Фильмы, которые показывают в кино, книжки, которые продаются, уроки в школе, они очень похожие. Россия чудовищно централизованная страна. Поэтому вот эти вот как бы да, тлетворные влияния Москвы, они чувствуются, конечно, и в Якутии, неважно на каком расстоянии. Кстати, я вот согласен по поводу религии. Почему? Потому что если брать поволжские народы, вот здесь 6 таких крупных народов, да, то есть 3 финно-угорских, то есть марийцы, удмурты и мордва. Ну, мордва условно, почему? Потому что там Эрзи и Мокши, да, и плюс 3 тюркских народа, чуваши, башкиры, татары. Так вот, народы, которые в основном исповедуют религию христианства, они в большей степени ассимилируются и очень быстро теряют языки. Особенно вот это касается вот марийцев, да, вот мордвы. Очень там у них этот процессы такие прям заметные. И они очень сильно пополняют русский народ своей ассимиляцией. За счет них они, скажем так, как-то еще поддерживают какой-то. Ну, конечно, и русский народ убывает, но если бы, наверное, вот эти вот ассимиляционные процессы не проходили, у них бы, наверное, вообще был бы обвал полный. Вот, Но я здесь добавлю, что вот про религию вы сказали про марийцев, что они там, да, ассимилируются там быстрее, чем татары. И, с одной стороны, это, конечно, верно, и это может быть в том числе потому, что марийцев крестили, а татар в меньшей степени крестили, меньше удалось. Но надо сказать, что по сравнению с народами Мордовии, с Эрзой и Мокшей, у марийцев дела довольно-таки неплохо с языком, и особенно неплохо дела с языком у марийцев Башкортостана. И Татарстана, и Удмуртии, в общем, за пределами Мариэл. Потому что в Мариэл марийцы окружены русскими, и там преимущественно русские города так исторически сложилось. И мариец, переезжая в город, он, да, переходит на русский там за 1-2 поколения спокойно, и потом уже и в переписи его дети пишут, что они русские. Но марийцы, которые живут в окружении татар, в окружении башкир, удмуртов и много кого еще в таком многонациональном котле, они как раз гораздо лучше сохраняют язык и культуру тоже. И это еще связано с религией тоже, потому что марийцы же не всегда были христианами, и многие до сих пор не христиане. Да. Марийцев есть своя традиционная религия, которая разными способами возрождалась в 20-21 веке, и частично это можно относить там, к неоязычеству, к каким-то там таким полупридуманным движениям. Но многие вещи аутентичные сохранились. Там, да, священные рощи стоят, и есть старики, которые знают, как с этими рощами обращаться. И мне кажется, как раз это хороший контраст, что вот, например, Эрза и Мокша – это практически поголовно христианизированные народы, и давно, и глубоко. То есть могут быть современные активисты, которые отказываются от православия и начинают возрождать традиции, но в большинстве своем культурно это народ, который крестили очень давно и массово. А марийцы тысячами, десятками тысяч уходили в леса от русских колонизаторов, отказывались креститься, и как раз в Башкортостане, в окружении татар и удмуртов, они прекрасно сохраняют традиционную религию без всяких там неоязыческих фишек. И вот тут есть корреляция, что эрзяне без традиционной религии знают свой язык гораздо хуже, чем марийцы, которые ее сохранили. Ну, вполне, получается, вполне возможно, что
люди, которые уходят, находят в себе силы, мужество, скажем, да, уходить, значит, они обладают этой такой силой духа, силой воли, и, соответственно, и у них сохраняется сила воли и на сохранение языка своего. Находясь в чужбине, там волей-неволей тебе приходится, да, то есть как-то сохранять, чтобы не поддаться, тем более в окружении мусульманских и других народов, то есть вообще чуждых по культуре практически. А вот у нас, хотел обсудить, у нас вот скандал буквально сегодня возник в Республике Башкортостан, вот про который ты говоришь о том, что достаточно как бы мы успешно пытаемся сохранить свой язык, хотя я так не считаю. Почему? Потому что, допустим, у нас моноязычные районы Республики Башкортостан, которые населены именно башкирами, еще буквально 10-20 лет назад в райцентрах этих районов, таких как там вот Старо-Субхангулово, да, райцентр Бурзянского района, допустим, там, или там Акьяр, Аскарова, да, ну это крупные такие населенные райцентры, в общем. Там дети, все молодежь на улице разговаривала на башкирском языке еще 10-20 лет назад. Сейчас все разговаривают на русском языке. Так вот, скандал у нас возник такой. У нас в городах, вообще в башкирских городах и так мало гимназий, башкирских гимназий, где преподавался, сейчас даже полностью нигде не преподают башкирский язык, только частично, скажем, там в начальных классах, там до 7-го, по-моему, на башкирском языке, дальше уже переходит частично на русский. Так вот, у нас такая знаменитая есть 20-я гимназия имени Мустафиной, скажем так, которая наилучше всего, скажем так, преподает предметы на башкирском языке, и все такие национальные деятели обычно стараются туда отправить своих детей, заканчивают, становится такой цветом интеллигенции, скажем, да. Так вот, туда буквально прошел сегодня вот такая новость, что приняли 6 русских учителей. То есть, как в башкирскую гимназию приняли 6 русских учителей. Сейчас, конечно, там говорят, что якобы их там приняли в старшие классы, что они очень сильные учителя, но, во-первых, среди башкир есть сильные учителя. Во-вторых, мне кажется, что в гимназии должна поддерживаться такая языковая среда соответствующая, чтобы дети... получается, при разговоре с этими русскими учителями, все остальные башкирские учителя вынуждены будут переходить на русский язык, потому что, как правило, они не знают башкирского языка и не хотят учить. Вот как вот такое? И плюс еще проблема такая, что башкирские гимназии, башкирские школы, они обязаны принимать, сейчас обязаны принимать туда русских детей, которые прописаны рядом, проживают рядом, и они не имеют права им отказывать. Это тоже большая проблема. У нас тоже несколько лет назад возникала такая гимназия в 158-й школе башкирской, где просто родители, там около 7 или 8 учеников русских, которых приняли только по прописке туда, они заявили, что мы отказываемся обучать своих детей, отказываемся, чтобы наши дети обучались по вашему плану учебному, и сделайте для них отдельный план, где будет русский язык, русская литература и так далее и тому подобное. Вот как в такой ситуации вообще, что делать? Но я, к сожалению, не специалист по вот законам, которые работают в сфере образования, поэтому практические советы у меня спрашивать не надо. Я могу только сказать, что вообще надо реформировать всю систему. Что ты оценишь вообще, вот твоя оценка вообще всего этого? Это все, конечно, ужасно. И национальное образование вообще находится в жутком состоянии в России уже довольно давно. Я это очень хорошо проследил, когда писал свою магистерскую диссертацию по казахам Астраханской области. Я как бы и до этого, конечно, занимался языковым активизмом, я знал, какая ситуация в разных регионах, но там я увидел впервые четкие цифры за разные десятилетия 20 века и, в общем, выпал немножко. То есть там есть такая хорошая книжка Галины Урастаевой «Астраханские казахи», это сборник под ее редакцией, и там есть глава про национальное образование, про то, как после революции в регионе там за несколько лет создали более 100 казахских школ, в которых поначалу преподавание шло вообще только на казахском первые годы. Потом там ближе к периоду Второй мировой войны вот в этих советских школах стал появляться русский язык. Сначала только со 2 класса, потом с 1, но все еще как предмет. И количество этих школ, оно росло где-то до 40-го года. А потом число школ чисто казахских стало падать довольно быстро. В 50-х исчезли школы, где там преподавались предметы на казахском языке. И вот в итоге к 66-му году в Астраханской области не осталось вообще школ, где это хотя бы был бы предмет. То есть просто
был такой педсовет в селе Осыпной Бугор, оно называется Ярлы-Тюбе, на самом деле, но у нас многие села называются там по-татарски, по-нагайски, но на карте написано по-русски, к сожалению. Вот, Осыпной Бугор, село под Астраханью, там прошел такой областной педсовет, на котором решили, что преподавать все вот эти вот тюркские языки коренных народов типа не надо. Почему? Не очень понятно, это вот был 66-й год, если я правильно помню. И дальше тоже прослеживается статистика вот в этой книге очень интересной. И там видно, что в годы перестройки, начиная там с 89-го, эти школы начинают появляться как грибы. Их все больше и больше. Был такой у нас казахский поэт и активист Мажлис Утежанов, который этим занимался, который открывал школы, помогал там учить учителей, создавал газету на казахском языке, радио. Все это вот в 80-е и 90-е годы. И там можно смотреть, как такая лесенка. С 89-го года по 98-й. Сначала 4 школы, потом 10 школ, потом 30, потом 50 всего в Астраханской области, которые хотя бы имеют предмет казахский язык, которого там сколько-то десятилетий вообще не было. С 2002 года это число начинает падать. Никакой официальной политики на этот счет не было. Никто не заявлял с трибун: мы будем убивать казахский язык в образовании. Но это тихонько случается. Где-то учителя уходят на пенсию, а у государства нет желания мотивировать и готовить новых. Где-то учителя преподают настолько устаревшим и скучным образом, что дети сами просят родителей убрать этот предмет. Они могут говорить: да, мы хотим знать родной язык, но что это за советская книжка про каких-то там танкистов, которая нам не нужна, мы ничего не выучим от нее. И так по желанию родителей могут закрывать преподавание, потому что оно бесполезное. Час в неделю какой-то муры непонятный. В других случаях, там, допустим, 2 села, одно из них теряет население, и в нем закрывается школа, их объединяют. А более крупное село, там живут уже не только казахи, поэтому там казахского языка не будет. И вот из таких ситуаций вышло то, что за 20 лет практически в 5 раз сократилось количество школ, где хоть как-то присутствовал казахский язык у нас в регионе. Да, в Башкортостане ситуация, я думаю, все-таки получше. То есть, да, там могут нанимать русских учителей, могут это делать каким-то необязательным. Но, по крайней мере, такой проблемы, что башкирский язык просто исчез в большей части школ региона, такой проблемы нет. При том, что в Астрахани казахов больше, чем, например, карел и хакасов в Карелии и Хакасии. И по процентному соотношению, и по численности. То есть у нас 16% казахского населения, там еще 6% это татары в сумме с нагайцами, а их всегда надо делать в сумме, потому что у них смешанная идентичность, и непонятно, кто есть кто. Но, в общем, там суммарно 25-27% тюрков у нас в Астраханской области есть, тюркоязычных народов, и это много, это больше, чем во многих республиках. Плюс калмыки. Но в образовании вот такой бардак. Плюс калмыки. Да, калмыков у нас не очень много, это немножко другая история, тоже как раз вот к вопросу о диалоге между разными региональными активистами, сепаратистами, федералистами из разных регионов. У меня, как у астраханца, диалог идет в основном с Калмыкией, потому что это ближайший сосед. И как раз у нас в Ереване есть один из лидеров калмыцкой такой миграции, оппозиции, Давр Дорджан, по-русски Давр Даджиев он назывался, но он деколонизировал свое имя, и слава богу. Вот. И мы с ним много обсуждаем там наше совместное будущее, и один из вопросов – это нерешенный территориальный спор между Астраханской областью и Калмыкией, который есть даже юридически, можно в Википедию зайти, то есть там правительства регионов спорят до сих пор, они судились в Москве, а в 90-х даже там ходили чиновники с той и с другой стороны и землю перегораживали забором. Тодор, давай сейчас по территориальному сейчас вернемся к этому вопросу. Сперва сменим тему тогда и вот поговорим о войне. Вот началась война, я так понимаю, ты уехал до войны. Да, я уже больше года, то есть я в августе 21 года уехал, сейчас уже сентябрь 22. Я тоже эмигрировал, попросил политическое убежище в Литве тоже до войны. То есть войну я встретил уже здесь, в Литве, так же, как и ты, получается, в Армении. Вот твое мнение вообще, что ты ощутил, когда началась война, что ты вообще о ней думаешь? В целом я не могу сказать, что это было чем-то неожиданным. Да, многие годы я писал в своем канале достаточно однотипные посты, которые могли там кому-то надоесть, да, когда был какой-то инфоповод про это, я вспоминал, я писал, что вот, да, на мой взгляд, российская идентичность и российское государство в его нынешних границах с его нынешним флагом и названием, оно в принципе неотделимо от империализма, желания экспансии, ирредента и так далее. И я знал, что это вопрос времени. Я не мог, конечно, я не политолог, не аналитик, я не мог предположить конкретный год и месяц начала новой войны, но если бы мне сказали, что начнется война в Казахстане, а не в Украине, я бы тоже на самом деле не удивился, да, если бы Путин пошел отвоевывать Павлодар. Вот, и как бы таких подлянок от России логично ждать, учитывая, что Россия сделала с регионами, которые стремились хотя бы к широкой автономии, как Татарстан, учитывая Ичкерию, учитывая Грузию, Осетию, Абхазию, которые были совсем недавно уже, то есть я молодой человек, но я помню 2008 год.
Да, и было бы странно думать, что Россия больше никого не обидит, уж тем более после Крыма. Поэтому я не могу сказать, что война меня удивила. Может быть, меня удивил масштаб, то есть я там рассчитывал, что, может быть, будут какие-то зеленые человечки, а не вот как бы сотни погибших там в каждом регионе, срочников и только тех, которых мы знаем. Да, но в целом меня это не так шокировало, как тех, кто уезжал в этом году. Для меня, как регионалиста и как человека, который работает с вопросами прав коренных народов, для меня, конечно, большая трагедия этой войны – это то, насколько в ней, как говорится по-английски, overrepresented, то есть представлены больше, чем должны бы, да, представители этнических меньшинств. То есть в Астраханской области, я помню, первые 7 признанных смертей – это были только казахи. Как я уже сказал, казахи 16% от населения региона. То есть, от погибших поначалу в первые дни недели войны это было 100%, а не 16%. Потом немножко появилось там несколько русских, один татарин среди погибших признанных, чьи имена есть. Сейчас там около 30 или 40 человек, и по-прежнему где-то 70% от этого числа это казахи. А почему так? Почему так? Как ты думаешь, почему так? Есть популярная там среди западных активистов и некоторых украинских людей есть такая теория, что это вот прям осознанный геноцид, что Россия шлет, значит, на бойню свои меньшинства, потому что воспринимает их как пятую колонну, хочет им устроить скрытый геноцид, чтобы они потом не бунтовали ни по какой теме. Я думаю, что это во многом конспирология. То есть я не удивлюсь, если такая мысль у кого-то есть, но я не могу сказать, что это первичная причина, что это осознанная политика. Это как-то слишком хитро для Кремля. Я думаю, что основной вопрос в том, что в России, в принципе, и без всякой войны представители меньшинств зачастую живут хуже, чем представители большинства. Да, у русского человека из Москвы есть миллион способов откосить от армии. У него есть деньги на взятку, у него есть загранпаспорт и финансовая подушка, чтобы пересидеть в Грузии или в Армении или где-то. У него есть возможность там поступить в университет, чтобы не служить, и много чего другого. Это так даже и у русских жителей, допустим, смешанных областей. То есть, да, там в Астраханской области русские составляют 61%, во многом за счет городов. В сельской местности казахи, например, если убрать города из Астраханской области и считать сельское население, казахи это уже не 16%, а 30%. Казахи более сельские, а русские гораздо более братские. И, конечно, город – это всегда более высокие зарплаты, высокое разнообразие профессий, доступ к образованию. Соответственно, на каждом таком уровне, на уровне страны, там привилегированнее Москва. На уровне Астраханской области привилегированнее город Астрахань, где русских и численно, и процентно больше, чем в сельской местности. Соответственно, в сельской местности остаются кто? Казахи, нагайцы, татары. И особенно казахи, конкретно в нашем случае, да, это отдаленные районы, которые находятся в дельте Волги, паромное сообщение, острова, рукава, трудно оттуда выехать, невозможно жить в селе и работать в городе, если это отдаленное село. Поэтому это люди, которые преимущественно занимаются сельским хозяйством, натуральным хозяйством, рыбалкой и так далее. Естественно, по общероссийским меркам это люди небогатые. Зачастую это люди без высшего образования и без возможности оторваться от семьи и от обработки земли, чтобы это образование получить. Соответственно, это люди, для которых армия самый простой или просто единственный вариант заработать. Ну, еще можно в полицию пойти, но там меньше человек нужно и платят немножко меньше, чем сейчас на войне. Кроме того, если мы говорим о людях, опять же, да, вот из сельской местности без высшего образования, которые, наверное, не читают «Медузу», а смотрят телевизор, да, они могут не только думать, что это хороший способ поднять денег и там, прокормить семью, купить машину, построить новый дом. Это еще и благородное дело, потому что у нас у всех есть вот это советское наследие, да, там вот эта пропаганда, которая никого не миновала. О том, что вот наши защитники, 23 февраля, вот это все. То есть человек думает, ну, либо я сижу, ловлю рыбу и еле-еле свожу концы с концами, да, в универ я поступить не могу, программистом я стать не могу, у меня нет времени на то, чтобы этому научиться. Зато я могу сейчас поехать в Украину, зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц, купить себе новую машину, отправить сына, наконец, в универ, хотя бы, раз не себя. А потом еще мне будут говорить, что я защитник, меня будут там на всех праздниках поздравлять, я буду большой патриот, и мою фотографию в школе в селе повесить. Ну, по-моему, отличные, да, как бы отличные предложения. Понятно, почему люди не отказываются. То есть люди идут туда, но не потому, что им очень хочется убивать украинцев, а потому что это деньги, это слава, это какое-то уважение, это способ ощущать свою жизнь успешной и осмысленной в том извращенном мире, который построила Российская Федерация, в том числе для астраханских казахов. Ну, у меня есть тоже как бы своя версия. Я считаю, что Путин хочет просто замазать в крови, плюс дополнительно другие народы,
чтобы потом просто не говорили, что один русский народ, что вот за русский мир воевал только русский народ. Скажут, вот воевали все, как бы, ну, предъявляйте всему многонациональному, да, народу Российской Федерации. Вот. А так, да, я как бы согласен, что фактор безденежья это играет очень значительную роль. А как ты считаешь, кто победит в этой войне? Чем она закончится? Я ждал распада Российской Федерации и верил в него довольно давно. Ну, может быть, лет 10. То есть это не что-то для меня новое. И эта То есть ты война, был уверен, да? пожалуй, что... То есть Да, ты да, был Украина. уверен? Мгм. Ну, опять же, я не политолог, я не аналитик. Я могу скорее верить и надеяться, что-то там думать, но это не будет профессиональным суждением. Но по всему тому, что я вижу, я и помимо своих надежд и желаний, я думаю, что Украина из этой войны выйдет в большей степени победившей, чем Россия. То есть мы сейчас уже видим, что информации с фронта мало. Вроде бы есть какое-то контрнаступление на Херсон. Украина про него молчит, чтобы не раскрывать свои карты. Россия про него молчит, потому что это испортит ее репутацию. И мы ничего не знаем. И я не удивлюсь, если будет достигнуто в какой-то момент перемирие. И я не знаю, по какую сторону вот этого всего останется, например, Крым. То есть я допускаю, что Украина вернет себе Херсон. Я не удивлюсь, если Украина вернет Мариуполь и даже какие-то территории Донбасса, которые долгое время были под контролем непризнанных республик. Вот. Но тут можно только гадать. Но в любом случае, можно сказать, что Россия уже проиграла все остатки своего международного капитала. И даже если Россия выйдет из этой войны с какими-то новыми квадратными километрами и с каким-то способом подать в телевизоре, что вот мы победители, мы молодцы, даже если это будет неправдой, Россия растеряла кредит доверия в большой степени. Россия растеряла международные компании, возможности своих граждан для путешествий, возможность использовать банки, возможность торговать своими ресурсами, возможности, чтобы ее дипломы играли какую-то роль, да, там, при поступлении в зарубежные вузы или на работу за рубеж. Россия уничтожила свою репутацию, и этому государству нет смысла существовать. То есть, проще говоря, когда человек, допустим, какой-нибудь, да, системный абсолютно чиновник, в какой-нибудь Якутии, там, глава Якутии, замглавы, я не знаю конкретно этих людей, но я говорю условно, человек в какой-то момент должен дойти до мысли, что в России его ждет голод, репрессии, невозможность расплатиться банковской картой, невозможность купить новый телефон, невозможность полететь на отдых в Грецию, даже если зарплата позволяет. А если он провозгласит эту Якутию независимой, у него все будет хорошо, потому что на Якутию никто санкций не налагал, а у Якутии вообще-то алмазы есть. И есть культурная, языковая среда, которая создает почву для этой независимости. Да, это не просто так территория на карте. То есть, это нация. ты считаешь, и более того, что... это нация, в которой есть люди, которые хотят независимости. То есть ты считаешь, что дело закончится развалом? Я думаю, что он возможен больше, чем раньше. То есть тут мне трудно отделить предположение от надежд, потому что я не анализирую это профессионально, а размышляю как человек на кухне. Вот. Но я думаю, что развал сейчас вероятнее, чем когда-либо. И я надеюсь, что он случится. И я предполагаю, что если он будет происходить, это будет не так, что вот там, условно говоря, мы с вами, там и Ротен Кепкин, и Йорги, и другие языковые региональные активисты сами это все будут делать. Нет, нас никто не спросит. Мы пригодимся потом, когда этим государствам нужно будет строить языковую национальную политику, имидж и так далее. Делать это, я думаю, что будут не активисты и не простой народ, который озвереет и пойдет с мотыгами. Это будут делать люди, которые сейчас в системе. Это будут бывшие путинские чиновники и, возможно, бандиты, которые, исходя из своего экономического комфорта, для того, чтобы летать в Грецию, пользоваться банковскими картами, вот это все, они поймут, что их уже ничего не сдерживает. Россия потеряет на войне очень много личного состава. Россия потеряла уже на войне свою репутацию. Просто это какая-то инерция. Должен пройти полгода, год, чтобы все это поняли, что жить стало сильно хуже и что лучше не будет. И тогда те люди, которые сейчас сажают наших братьев, да, по путинскому приказу, там, вплоть до ФСБшников региональных, они сами первые пойдут с флагами независимых государств. Просто потому, что им будет более сытно житься, и у них еще и должность будет повыше. Там, да, чиновник не регионального ФСБ, а национального. Угу. Я вот думаю, что это самый вероятный сценарий распада. Ну а вот что будет на территории построссийского пространства? В твое вот представление, как это будет выглядеть? Это будет федерация, конфедерация, союз независимых государств? Что это? 20-30 вообще независимых государств друг от друга? Что это будет? И еще хочу сказать, что у нас через 4 минуты закончится время первое, потом перезапустим, хорошо?
Да, да. Вот. Ну, насчет того, что будет, опять же, очень трудно загадывать. Как я уже сказал, я думаю, что первым толчком к распаду будут решения чиновников и связанных с ними бизнесменов и бандитов. То есть это люди, которые не будут смотреть на карты этнического состава населения, на карты распространения языков, на исторические, природные границы. Это будет, страна будет распадаться так, как договорятся какие-то дядьки в костюмах с большими деньгами, и так, как им будет удобно прочертить свои зоны влияния, захватив какой-нибудь лишний заводик или месторождение. Вот это вполне вероятно. Поэтому трудно представить, как будут проходить границы государств. Да, я писал, что если уж даже я, будучи человеком там, с профильным образованием, будучи региональным активистом, я вот не могу с уверенностью сказать, какой я бы хотел видеть Астрахань в пост России. У меня есть три варианта, по крайней мере. Это независимая территория в границах Астраханской области, это объединение Астрахани и Калмыкии в формате такой как бы маленькой федерации двух субъектов с высокой степенью автономии друг от друга, но общими внешними границами, либо Астраханская область в составе Казахстана. И вот если даже я не могу сейчас сказать, что мне из этого предпочтительнее и что вероятнее, то как мы можем говорить там, да, на уровне всей России? Потому что я про Астрахань много знаю, а про Екатеринбург я ничего не знаю. И про него предсказать я вообще никак не могу. Вот, поэтому трудно загадывать. И тут, наверное, больше вопроса не в том, где пройдут конкретные границы новых государств, а что будет их объединять? Будет это действительно конфедерация, что-то вроде Евросоюза, или это будет вообще ничего? Они закроются друг от друга, как Туркменистан закрылся от всех. Я думаю, что единого ответа здесь нет. Кто-то закроется, кто-то войдет в другие конфедерации, условно говоря. Ну, не совсем, но я имею в виду, что, например, Карелия или там питерский проект Ингерман-Ланский, если они победят и появятся такие государства, они вполне себе могут претендовать на вхождение в Евросоюз. И я был бы против создания жесткой конфедерации на всей территории пост-России, потому что мне кажется, что Карелия имеет полное право идти в Евросоюз, а не продолжать евросоюзоподобные отношения с Брянском и Воронежем. Она лучше пусть в Финляндии торгует и свободу перемещений имеет. Так что как бы какого-то единого ответа нет. Я думаю, что одни закроются и будут строить какой-то новый авторитаризм. Этого нельзя избежать. Если мы дробим территорию на много стран, где-то тоже будут царьки, тоже будет диктатура. Где-то, да, это страны, которые могут интегрироваться в той или иной степени в Европу, в Шенген, еще куда-то. Я не удивлюсь, если какие-то страны, которые окажутся в приграничье Центральной Азии, условно говоря, Тыва, да, там рядом с Монголией, или та же условная независимая Астрахань около Казахстана, они могут сформировать какие-то тесные политические, экономические, военные альянсы с независимыми соседями, с Казахстаном, с Монголией и так далее. Вот, то есть какого-то единого ответа нет. Но я не сторонник того, чтобы все друг от друга закрывались. Мне симпатична идея общей постсоветской идентичности. Я вот себя ощущаю, ну, во-первых, евреем по национальности, да, пусть и смешанным, новиопом, там, с немецкой бабушкой из Казахстана и так далее, но в первую очередь евреем. Я ощущаю себя постсоветским человеком, безусловно. То есть люди из Таджикистана, из Литвы – это люди моей в самом широком смысле культуры. Но вот прослойка россиянин здесь мне лишняя. Те вещи, которые меня объединяют с таджикистанцами, они зародились в советское время, а не в постсоветское. Поэтому Россию можно просто выкинуть из этого уравнения. И пусть Астрахань, Якутия и там Карелия, да, они взаимодействуют с Казахстаном как равные ему постсоветские штуки. Не обязательно переставать взаимодействовать с Вот Казахстаном. тогда, Просто тогда я задам вопрос, Тодор, и мы заново ссылку обновим. Получается, а ты веришь в то, что могут возникнуть реваншистские настроения? Имперские реваншистские настроения, что, допустим, придет условно Стрелков-Гиркин, который, второй, ну как Колчак, да, Колчак-2, который будет попытаться вновь вернуть Россию единую и неделимую под свою пету, скажем так, да, ну, Путин-2 появится тот же самый, да, то есть это как, ну, как Гитлер, который разыграл свою карту на реваншистских настроениях, да, после Версальского мира. Вот как ты считаешь? Сейчас мы тогда обновим ссылку и уже после этого ответишь, хорошо? да, да, хорошо. А на YouTube у нас, получается, остается та же самая ссылка. Ну да, да, получается. Да?
Ну, все, продолжаем тогда. Вот по поводу реваншистских настроений. Да, я думаю, что они, конечно, возможны, они будут. Наверное, они больше популярны будут в регионах, где много русского населения. Но советская практика, практика распада СССР показывает, что эти настроения никогда не бывают на 100% успешны. То есть представить себе, что пост России посуществует в виде там, 12 или 20 государств, а потом соберется обратно целиком, невозможно. Мы знаем, что в Казахстане на момент распада Советского Союза казахи были в меньшинстве. Русских суммарно с украинцами, белорусами, немцами, поляками было больше. 49% от всего населения. И поскольку были еще другие народы, то казахи там тоже были меньше 50%. Но сейчас в Казахстане уже там, по-моему, больше 70% казахов. Прошло 30 лет. Это национальное государство, которое развивается, которое продвигает свой язык, свою культуру, которое в большой степени, да, там казахстанские русские, те, которые не уехали, они тоже начинают учить казахский язык, они считают себя патриотами Казахстана и не связывают свою жизнь с Россией. И я думаю, что вот этот процесс, который прошел там неплохо, да, без войны, без серьезных конфликтов, без серьезных ситуаций, когда кто-то кого-то выгонял, это произошло естественно. Те русские люди, которые не готовы жить в нерусском государстве, они уедут. Их не надо будет выгонять, бить, они сами уедут. И я уверен, что вот здесь, да, там есть такой концепт у феминисток про хрупкую маскулинность, когда какая-то мелочь со стороны женщины может задеть мужчину очень сильно, потому что он там типа почувствует себя не мужиком, обидится и там начнет разваливаться у него все. Вот. Я думаю, что русская национальная идентичность это то же самое, это очень похоже. То есть русские обижаются не только на то, что они там живут в казахском национальном государстве. Даже если мы провозгласим многонациональную Астраханскую республику, в которой будут совместно официальными казахский, татарский, там, ногайский, русский, калмыцкий, и в школах просто будут села, где казахский – это основной язык преподавания. Даже сам факт того, что казахам дали равные права, уже побудит многих русских уехать. Хотя казахи не будут выше них стоять, они будут наравне. Но уже это может их очень сильно задеть, расстроить, и они начнут говорить: о, сейчас будут погромы, мы побежим. И вот я думаю, что вот это перемещение населения, которое будет неизбежным, да, в разные стороны. То есть там, я думаю, что если будет независимый Татарстан, многие татары из, например, Ульяновской области будут готовы туда переехать. Опять же, если будет какая-то Московия, многие астраханские русские уедут в эту Московию, чтобы не жить среди равноправных казахов. И я думаю, что вот эти процессы помогут побороть ирредентизм, реваншизм и так далее. То есть, да, население изменится, и, подчинить территорию, на которой уже никто не хочет обратно в Россию, будет гораздо труднее. А создать такую территорию будет довольно легко. Мне вот кажется, что, опять же, опыт постсоветских стран, он показывает, что самоопределение и право на суверенитет – это очень большая ценность. И люди это понимают, как только он у них появляется. То есть, в Кыргызстане объективно, да, уровень жизни ниже, чем в России. Меньше зарплаты, меньше возможностей. Страна небольшая по сравнению с Россией, да, там качество образования в университетах хуже, меньше рабочих мест там в современных сферах. Много других проблем. Зависимости от России и от Китая, трудовая миграция, конфликты там в Баткене, в Оше, много чего. Но абсолютно все мои знакомые кыргызстанцы, включая русских кыргызстанцев, говорят: у нас есть своя страна, это очень важно, многого добились за эти 30 лет, впредь будет лучше, возвращаться назад мы не хотим. И я думаю, что то же самое скажут и татарстанцы, и башкортостанцы, и жители Якутии, и астраханцы, да, если эти регионы получат независимость. То есть, да, какие-то Гиркины будут бегать и требовать все вернуть. И я допускаю, что где-то они смогут добиться вооруженных столкновений. Как было и при распаде Советского Союза. Да? Ни одна страна целиком в состав России до сих пор не вернулась и не вернется. Это невозможно. Но все-таки были войны в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии, в Арцахе регулярно, да, до сих пор. Были вооруженные конфликты во многих точках Центральной Азии. Была гражданская война в Таджикистане. Все, что происходит в Украине, это неизбежно, это будет. Какие-то вот моменты трения на границах субъектов будущих государств, они будут. Но никто не вернется в лоно Москвы совсем уж массово. Кстати, Я вот думаю, так. по поводу конфликтов. Я выпускал видео буквально недавно, там тоже много просмотров, она несколько тысяч просмотров набрала. Я говорил о том, что гражданская война неизбежна. То есть противоречия настолько сильные друг против, вообще в обществе. Даже вот те же самые путинисты и антипутинисты, уже у них может дойти до кровопролития. Плюс межнациональные отношения. Плюс вот расскажу немножко о том проекте, который мы строим. Все-таки Башкортостан это многонациональная республика. У нас
представлены три крупных народа примерно одинаково. Это башкиры, русские, татары. Примерно по 1/3. Плюс у нас живет около 100 тысяч марийцев, 100 тысяч чувашей живет. Так вот, мы предлагаем такой проект, как построение гражданской политической нации. Башкирская это башкирская политическая нация. Башкирская, оно не от того, что по башкирам, да, как бы название, а по Башкортостану. То есть, и все проживающие народы будут проживать там, построив эту нацию политическую. И мы хотим предложить гражданам будущего свободного Башкортостана, будущего там независимого Башкортостана, каждый будет обязан, ну, каждому будет предложено дать клятву на верность Республике Башкортостан и ее конституции. Человек, который дал такую клятву, он будет составлять ту самую политическую нацию. Если человек откажется, он точно так же остается гражданином Республики Башкортостан со всеми льготами, со всеми социальными правами, но он не будет допущен до участия в выборах политических. Он не будет выбираться, он не будет избирать кого-либо то либо и ни было. И нас как бы часто говорят, что вот ваш вот этот метод похож больше на прибалтийский, на латышский якобы. Я говорю, нет, там не давали право выбора. Там просто по факту. Если ты проживаешь после 45-го года, то есть твои там предки, там родители приехали после 45-го года, все. Либо ты сам приехал после 45-го года, ты уже не гражданин. То есть там гражданство не давали. Я говорю, у нас будет право выбора. И если человек, который отказывается давать такую присягу, то значит у него какой-то злой умысел есть в отношении республики. Ну, почему ты не даешь, да, вроде бы как бы, да, предлагается управлять государством, чтобы весь многонациональный народ управлял государством. Что в этом плохого, да, и что ты в этом плохого видишь? Вот, мы такой проект продвигаем, потому что понимаем, что чисто на одной этнократии башкирского народа как бы построить какое-то процветающее государство не получится. Мы скатимся в какую-то Югославию, в худшем его понимании. И эти кровавые конфликты, они просто отбросят нашу республику, вообще нашу экономику на много-много десятков лет назад. Вот что-то вот такое, потому что приходится как-то выкручиваться. Если в Чечне взять, там у них как бы будет мононациональное государство, там понятно, что там 98% чеченцев. Вот, по поводу языка, вот ты говоришь, что вот Астраханская область, да, то есть... Какой бы ты видел там язык государственный? Вот это самая сложная история. Да, я хотел сразу сказать, что мне сначала хотел сказать, какая интересная, новая и крутая идея с этой присягой, вот как критерием участия в политической нации. Потом я понял, что эта идея приходила мне в голову. Ну, тогда это была не какая-то публичная дискуссия, это мы с женой гуляли где-то в степи там 3 года назад и болтали про то, каким может быть будущее. Я вот говорил, хорошо бы всех этих русских заставить подписать, там, мы там обещаем не дискриминировать там, казахов, нагайцев, татар, туркмен, калмыков и так далее. Мы обещаем уважать все народы, которые здесь проживают, и понимаем, что это наш общий дом и так далее. У меня была такая тоже идея, просто я не довел ее ни до поста, ни до видео и забыл. Но идея, в общем, да, она с одной стороны на поверхности, а с другой стороны очень правильная, осмысленная, и мне кажется, вот, да, аналогии с институтом неграждан в Латвии, они некорректны, конечно, это немножко другое. Это более честная история, потому что мы определяем своих и чужих не по месту рождения, не по цвету кожи, а по политическим взглядам, проще говоря, по принятию системы ценностей. Мне эта идея нравится. Но здесь есть момент, что в Башкортостане там, может быть, нет явного большинства населения, как и в Астрахани. Но в Башкортостане есть советский опыт создания национальной автономии. И у нас уже не возникает вопроса, а почему, если там 30% татар, то регион называется в честь башкир? Ну вот уже так вышло, уже создали башкирскую автономию. Потому что башкиры реализовали свое право на самоопределение на территории Республики Башкортостан, как татары реализовали право самоопределения на территории Республики Татарстан. То есть как бы совершенно верно. А на территории Астраханской области никто такого права не реализовывал, и не очень понятно, кто мог бы. Потому что Астраханская область – регион довольно уникальный в смысле истории заселения. То есть он, когда был завоеван и аннексирован в 1556 году, большая часть населения Хаджи-Тархана, то есть столицы Астраханского ханства, да, там хан, он ушел в Мекку через Азов, через другие города,
через Крымское ханство. Вот, и большая часть населения, по крайней мере, столичного города, которые были включены в жизнь ханства, которые с ним идентифицировались, которые были образованными, богатыми людьми, они тоже ушли, они не хотели жить под московской властью. И очень большая часть ушла. Кто-то дошел до Крыма, кто-то вот аж до нынешней Саудовской Аравии, по-разному. Но, в общем, они ушли. И с тех пор регион колонизировался примерно так, как Южная Америка, например. То есть, как в Уругвае могут быть рядом два городка, один там основали, допустим, русские старообрядцы, другой еврейские беженцы времен Второй мировой. А где-то рядом там областной центр, который основали итальянцы, которые у себя на родине голодали от перенаселения и безработицы, и вот уехали. И все они вместе живут, у них у каждого своя топонимика, города называются в честь на разных языках, да, но они составляют нацию уругвайцев, потому что они все пришли на эту землю. И вот современная Астрахань – это примерно то же самое. Даже на уровне топонимики это редкость. Например, у нас в Астраханской области есть два села, куда компактно переселились турки-месхетинцы после погромов в Узбекистане в 1989 году. Это села Разночиновка и Поды. И в этих селах сегодня есть улица Турецкая, улица Кемаля Ататюрка и так далее. То есть улицы названы этими людьми в честь того, что для них важно. Это люди, которые прибыли в Астрахань 30 лет назад. Это не коренной народ Астраханской области. Точно тогда же, в 1989 году и чуть позже, да, месхетинцы переезжали в Ростовской области, в Калмыкию. Там есть села, где они составляют даже большинство, у нас таких нет. Но в этих селах нет ни одной улицы Ататюрка или в честь чего-то другого турецкого, потому что Ростовская область символически – это регион русско-казачьей монополии на землю и на самоопределение. Калмыкия – это регион калмыцкой монополии, и там будут топонимы, связанные с калмыцкими героями, с буддизмом и так далее. И никто не назовет улицу в честь турок в Калмыкии. А в Астрахани называют, потому что Астрахань – это земля для всех. Потому что все когда-то пришли в Астрахань и более-менее помнят, кто откуда. То есть в Астрахани есть татарские села, основанные переселенцами со Средней Волги в 1918 году. В Астрахани есть татарские села, где когда-то жили чуваши, и все помнят, что вот пришли чуваши по Волге, но пришла маленькая группа чувашей, а вокруг уже было много татар. И они приняли татарскую речь, стали татарами, приняли ислам, но это бывшие чуваши. Тут живут русские, тут туркмены, которые пришли из-за Каспийского моря в Астраханскую область в 1780-х годах. 3 туркменских села. Известно, кто когда основал. То есть Астраханская область – это такое лоскутное одеяло переселенческих колоний. Это регион колониальный, но не в смысле порабощения коренного народа. Оно случилось, а потом этот народ исчез со страниц истории. Кто-то осел вдалеке и принял другую идентичность, кто-то потом влился в состав казахов, кто-то в татар, кто-то в нагайцев. И в итоге нет одной группы, которая может сказать, это наша земля, это нас здесь аннексировали, оккупировали и поработили. Нет, их уже нет. Какой язык тогда? Какой язык будет тогда государственным? Вот вопрос в том, что никакого одного решения здесь не может быть, я считаю. Я думаю, что перед нами стоит сложная проблема в Астраханской области, потому что, естественно, русский язык будет необходимо сохранить в высоком статусе как язык межнационального общения. Это объективная реальность, то, что казахи у нас с калмыками никак, кроме как по-русски, не общаются. И это само по себе не проблема. Например, опять вернусь к опыту других континентов, есть регион такой Западная Папуа в Индонезии. Регион, который Индонезия попросту аннексировала. Это была колония Нидерландов. Нидерланды дали Западному Папуа независимость. И спустя 9 дней Индонезия сказала, а зачем вам независимость? Будьте с нами. И приехали люди и по дулам автомата водили людей в будки для референдума. И с тех пор это часть Индонезии считается. И в этом регионе очень сильное папуасское сопротивление. И до сих пор, вот даже в этом году, сепаратисты, которые бегают по горам с пушками, да, там, до сих пор нападают на индонезийских полицейских, там, устраивают рейды, поднимают флаги, там, когда никто не видит, еще что-то, и потом эти флаги там, индонезийцы стараются снять и никак не могут достать. Между собой эти сепаратисты говорят на индонезийском языке, на языке оккупантов. Их это не смущает, потому что у них сотни разных папуасских языков, абсолютно разных семей, которые не взаимопонятны. Так что, да, они поют песни о независимости об Индонезии на индонезийском. Их это не смущает. Потому что такова реальность. И заставить калмыков общаться с казахами на татарском или на нагайском, довольно трудно. То есть я думаю, что русский сохранит статус языка межнационального общения, а языки крупнейших меньшинств – это казахский, татарский, нагайский, калмыцкий. Тут туркменский, наверное, тоже, потому что туркмены у нас живут с 18 века, для Астрахани это долго. То есть их можно считать по местным меркам коренными, и у них есть места компактного проживания, 3 села, значит, там можно школы открывать. Эти языки, да, они там будут иметь статус официальных, каждый, на всей территории региона, но понятно, что реализовать госуслуги на туркменском языке в районе, где живут одни казахи, будет довольно трудно. Поэтому на практике, конечно, да, вот этот официальный статус, он будет больше символический, а в реальности это будет решаться на муниципальном уровне. То есть будет муниципалитеты, где абсолютно все работает по-туркменски.
будут муниципалитеты, где абсолютно все работает по-казахски. А гимн можно составить, например, просто, да, как пример символический, где это важно. По примеру Южной Африки. У них один куплет на английском, один на африкансе, один на зулусском и так далее. Тоже, пожалуйста. То есть, ну, с этим можно работать. Да, да. Я как бы с тобой, конечно, полностью согласен. Единственное, по поводу не согласен, что... Хотя здесь тоже согласен по поводу того, что ты говоришь о том, что где-то придут к власти там бывшие чиновники, быстро перекрасившиеся, скажем так, в националисты, да, патриоты своих республик или там областей, или бандиты. Я думаю, что это возможно там, где какие-то области, в которых очень слабо представлена какая-то там национальная идентичность, не то что национальная, а вот, как объяснить, было какое-то прошлое национальной государственности, вот как в Татарстане, Башкортостане, Якутии. Там, я думаю, что там все-таки придет в таких республиках, ну, по крайней мере, говорю про Башкортостан, я думаю, что придут все-таки какая-никакая интеллигенция, которая, объединившись, там, межнациональной, да, то есть разных национальностей, решит этот вопрос. А вот уже действительно в таких вот областях, как, ну, не знаю, там, Вологодскую область, там возможно, вот, про то, что ты говоришь. Я думаю, что избежать какого-то взаимодействия с чиновниками, там, бандитами, силовиками будет трудно везде, потому что, ну, что может интеллигенция сделать? Интеллигенция может собрать большой митинг, может договориться о референдуме, написать идеологическую базу по разглашению независимости, там, да, вот это все. Но интеллигенция сама по себе не может создать отряд, который пойдет штурмовать республиканский парламент и что-то там делать. Вот в этом как раз и национальные республики, они сильны тем, что у них национальное движение есть. И национальная молодежь, вот эта вот молодежь, они, можно сказать, пойдут за своей интеллигенцией национальной. И там, я думаю, что все-таки бандитам будет перекрыт какой-то доступ, да, к власти. Ну, это было бы хорошо. Я не могу судить, насколько это возможно, но это было бы хорошо. А так вообще вот мы входим в такую Лигу свободных наций, вот как раз куда входит и твой знакомый калмыцкий, как назвал? Давр. Давр, да, вот. И мы предлагаем в будущем, мы сейчас как бы стараемся вот выходить на западных политиков, на вот эти вот на страны, да, цивилизованные сегодняшние, чтобы они именно начали работать с национальными движениями, которые сегодня представлены за рубежом. Почему? Потому что, когда произойдет этот час X и Россия развалится, чтобы не возникло там 20-40 серых государств по типу ЛНР и ДНР, да, полубандитских формирований, а чтобы это были уже, скажем так, какие-то сформированные правительства, да, которые поддерживают уже западные элиты, с которыми уже есть какие-то контакты и так далее. Вот на этом дело. Да, но мы это обсуждали с тем же самым Давром совсем недавно. Я ему говорил, что недавно была новость, что в Украине рассматривают вроде как законопроект или проект постановления о том, чтобы признать независимость Ичкерии и Татарстана. Вот, я говорил ему, что надо связываться с Украиной и делать то же самое с Калмыкией. Про Татарстан не потому слышал, что это... Про Татарстан не слышал, но Ичкерия точно, да. Ну вот я могу путать, но я видел такую новость, да, там был Татарстан тоже. И я говорю, что надо добиваться этого для более-менее всех регионов России, которые видят себя независимыми. То есть международная легитимность очень важна. Понятное дело, что там, да, какое-то постановление украинского парламента – это не то же самое, что дипломатические отношения, международное признание. Но это некий базис, на котором можно строить свою легитимность даже внутри страны. То есть, да, когда у нас будет там известно, что Америка, Украина, Германия, там еще кто-нибудь, они поддерживают вот это конкретное движение, и они, сами будучи демократическими государствами, они как бы гарантируют, что это тоже более-менее демократические институции. В таком случае это дает тебе право прийти уже в Татарстан, когда будет можно, и сказать, вот здесь сейчас мы будем все делать. Ну, или там Башкортостан, или куда-то. Вот, то есть это нужно, конечно, да, нужно налаживать международные связи, тем более, что очень многие народы России имеют крупные активные диаспоры за рубежом. Те же самые калмыки в большой степени были представлены там среди белой армии, да, воевали в гражданской войне на стороне сохранения империи, и, естественно, потом эти калмыки уехали на Запад. И во Франции, и в Америке существуют люди, которые живут там в третьем, четвертом поколении, которые сохраняют язык, порой получше, чем
в Республике Калмыкия, и которые ждут своего национального государства. Их можно будет репатриировать, это будут квалифицированные люди с западным образованием, с высокими доходами, которые могут работать на благо своей страны. И с этим нужно работать, несомненно. Это очень важно. И вот как раз переходим к последней, к нашей теме. Либеральная оппозиция. Российская либеральная оппозиция. Я вчера буквально был, сегодня третий день идет Конгресса Свободной России, который проходит в Вильнюсе. Я на третий день не пошел, первые 2 дня послушал, в принципе, мне этого хватило, чтобы понять, что та российская интеллигенция, оппозиция, которая собралась за рубежом, она не хочет никакого развала России. Она хочет сохранить единую и неделимую, поменять Путина на условного Навального, Ходорковского, Каспарова и продолжать все как было, да, то есть, ну, там какие-то демократические вывески поменять, там, да, то есть какую-то либерализацию провести, и все. Вот что ты думаешь об этих людях? Вообще ты кто по политическим взглядам сам? Ну, я, конечно, левый, наверное, социал-демократ, я бы сказал. Вот, да, но у меня левизна истекает в первую очередь из симпатии к правам меньшинств, то есть у меня тут такая больше социальная, чем экономическая история того, как я к этому пришел. Вот, но я также считаю, что, конечно, нужна там и сильная социалка, бесплатная медицина, образование, вот это все, поддержка там людей бездомных и малообеспеченных, так что, в общем, левак со всех сторон. Насчет вот этой оппозиции, о которой вы говорите, первое, что я хочу сказать, мне кажется, эти люди сами в себя не верят. Они сделали своей профессией разговоры о том, как обустроить Россию, какие-то красивые конгрессы, интервью западным изданиям. И это неплохая профессия, потому что им платят деньги, их показывают по телевизору и все такое. Наверное, им это нравится. Я думаю, что многие из этих лидеров, которые там, да, считаются популярными, имеют много подписчиков, они не верят, что на самом деле Россия станет свободной и демократической. Тем более они не верят, что их допустят к процессу ее переустройства. Они просто говорят какой-то красивый фон, чтобы продолжать появляться в новостях, встречаться с друзьями на конгрессах, зарабатывать деньги, вот это все. Именно поэтому они так уж глубоко и не задумываются о том, что там будет на самом деле, и даже не доходят до мысли о том, что сохранять Россию не обязательно. То есть мне кажется, что здесь нет какого-то коварного имперства. То есть это не то, что Ходорковский сидит и говорит: я хочу доить Якутию и воровать ее алмазы, поэтому я за единую неделимую. Я так не думаю. Ну, я думаю, что он просто в это все не очень верит, а этот имперский фон, который вылезает, он от недодуманности, а не от коварства. Но это говорит о том, что этот имперский фон в них сидит. И он есть, он пролезает, потому что он для них естественный. Для меня, например, ценность единой неделимой России совершенно непонятная и неестественная вещь. И так уже очень давно. И я думаю, что проблема заключается в том, что представители мейнстримной либеральной оппозиции это представители, во-первых, этнического большинства обычно, и даже если это люди, которые идентифицируют себя как-то иначе, это люди, которые обычно не владеют этническими языками, там, не связывают себя с исторически малой родиной. То есть это люди культурно очень московские, люди среднего и высокого класса, и люди, в общем, довольно сильно оторванные от какой-то сельской жизни, да, там, от регионов и так далее. И у них есть тот же набор предрассудков, который доминирует во всей стране. То есть там, да, мы можем сказать, что какой-то дикий пьяный слесарь дядя Вася из Тамбова, наверное, ненавидит там, темнокожих и мусульман. Да, потому что вот он такой дикий, мы говорим. Но московский сценарист и ресторатор на самом деле тоже недолюбливает темнокожих мусульман обычно. Да, просто не так публично об этом говорит, но иногда прорывается. Культурная вот эта среда, она едина, потому что это такой интерсекционализм. У нас, с одной стороны, есть этническое культурное большинство, условно привилегированные люди, которым не откажут в аренде квартиры из-за их фамилии или внешности. И с другой стороны, у нас есть экономические и культурно привилегированные люди, которые там причастны к вот этим либеральным медиа, к там, большому театру и так далее. Да, вот эти люди. И это пересекающиеся группы, и не нужно их разделять, не нужно думать, что все либеральные оппозиционеры – это суперпрогрессивные, толерантные, современные европейские люди. Нет, это на самом деле такие же дяди Васи, у которых просто вот профессия не краны чинить, а выступать на конгрессах. Но я бы ко всему этому, я к этому обычно отношусь, в общем, скорее с ухмылкой, чем с какой-то агрессией. Я не думаю, что у условного Чичваркина
будет больше влияния в пост России, чем да, там, у татарского национального движения или башкирского национального движения. Все равно Чичваркин, он ну, не заставит Якутию остаться во владениях Москвы, если якуты этого не хотят. Ну вот Ходорковский, допустим, когда только освободился после своего заключения, да, многолетнего, он заявил о том, что он готов идти воевать за Кавказ. И буквально недавно, то есть если Кавказ будет отделяться, и потому что его когда-то завоевали его предки, ну, он имеется в виду под россиянами, да, и проливали там кровь. И буквально недавно он подтвердил еще раз эти слова, хотя он говорил, очень часто говорит о федерализации, о том, что нужно изменить принципы федерализма и так далее, дать больше права там регионам и так далее. Но вот недавно он буквально в своем посте, возможно, ты видел, где он говорил о том, что я подтверждаю, что Кавказ это Россия. То есть, вот, да, Ну, получается. есть, конечно, люди, у которых имперские вот эти вот амбиции, да, имперский фон, он осознанно вылезает, и они им гордятся. Я думаю, что в какой-то степени, например, у Алексея Навального, это не только и не столько его искреннее убеждение, сколько желание быть популярным политиком. То есть те люди, которые надеются на какую-то роль в прекрасной России будущего, да, вот эти люди, они думают, что дядя Вася из Тамбова будет их электоратом. А дядя Вася из Тамбова хочет, чтобы Кавказ был Россией. Поэтому они это говорят. И я не говорю, что Ходорковский именно с этим мотивирован, да, но, например, что касается визового режима Центральной Азии, который был одной из, да, частью программы Алексея Навального, у меня есть высокие подозрения, что это не столько его личное желание, сколько попытка понравиться русскому большинству. Вот, это тоже не надо Отсюда исключать. вытекает тогда такой вопрос. Если, допустим, скорее всего, будет какая-то гражданская война с явными путинистами, реваншистами, да, то после того, как их победят, может ли возникнуть война с теми же самыми либералами, которые против тоже развала России? Мне кажется, что вообще, вот когда мы говорим о том, что будет гражданская война, мне кажется, корректнее говорить о каком-то наборе разрозненных конфликтов, которые будут проходить на там, спорных этнических границах, в районах добычи ресурсов. Вот, то есть, ну, гражданская война между путинистами и навальнистами, если она будет проходить в пределах Садового кольца, мне кажется. Я не думаю, что астраханцы и калмыки будут друг друга убивать за то, кто им больше нравится на YouTube. И вообще за политические взгляды в пространстве социальном, экономическом. Это не так, на самом деле, интересно людям в наше время. То есть, да, политика идентичности, мне кажется, важнее, потому что вопросы политики привычной из российского общества очень сильно вымыты. 30 лет, да, 20 лет нас учили не думать о том, да, что может быть важно, кто либерал, кто коммунист. Это все забыто, это все пустые бирки, потому что Зюганов от Жириновского мало чего отличается. И я не думаю, что вот эти линии, да, как бы раскола могут привести к серьезной гражданской войне, тем более на всей территории страны. Я думаю, что конфликты будут больше этнические, ну и передел сфер влияния людей, которые хотят получить какую-то выгоду. Вот эти две вещи. Получается, той гражданской войны, которая была в начале 20 века, там с фронтами, армиями многотысячными, да, то есть друг против друга, такой не будет. Я с тобой согласен, скорее всего. Да. Ну, на этом, наверное, можно будет подвести итог. Спасибо, Тодор, за интересную беседу. Я думаю, что еще увидимся не последний раз. Если приглашай, Да? сам приглашай меня. Если что, я тоже постараюсь ответить на твои вопросы интересующие. На этом, Хорошо, спасибо. наверное, все. Будем прощаться. Всего хорошего. Да, до свидания. Отлично поговорили, я считаю. Еще увидимся.